побежал, побежал, побежал. Давай, давай, давай. Бегом, бегом. Ребенок за ним. Папу догоняй, догоняй папу. Папу догоняй, догоняй, догоняй. Все, умерла. Легла, расплакалась. Вдохновило это вот интернет. Получается, в интернете я увидел картинку, как парень сфотографировался с флагом, ну, вот на фоне ледокола, который плыл в Антарктиду. Вот я в Одноклассниках эту фотографию видел и захотелось самому что-то делать вот для нас, для Абазин. Что-нибудь вот такое. И, ну, опять же, я думал об Эльбрусе, он у нас по соседству получается, и вот решили подняться вот на Эльбрус. Это пока первый этап. Пока есть планы на другие пятитысячники, но пока для них мы не будем говорить, рановато. Первый раз, когда мои друзья, мои близкие просто от меня услышали про Эльбрус, они пальцем у виска крутили, но для нас это считается немножко дико, быть патриотами или как-то жить мечтой, ну, сейчас это немножко дико. Ну, испытать ощущения на высоте 5645, это, ну, ни с чем не сравним. Как говорится, мы готовились год. Там своя специфическая подготовка. Получается, больше на выносливость надо готовиться. Надо ходить по тем же по горам, чтобы вот связки, сухожилия, они как бы вот, ну, привыкали. Особенно тяжелый дается спуск. Вот. Надо ходить, много ходить, не 1 час, не 4 часа, больше ходить, потому что наше восхождение заняло, вот мы вышли на штурм в час ночи и были там в 11 часов дня, и в промежутке в седловине мы просто 20 минут отдыхали. Все это время надо идти, бороться, как говорится, с горой. Ну вот, как наш гид говорил, мы тоже нанимали инструктора, чтобы обучал нас. И вот мы были год на связи, он нас учил, мы занимались. Ну, естественно, там борьба с лишним весом, плюс выносливость, плюс надо подниматься по горам, это называется акклиматизация. Мы поехали при Эльбрусе, и там тоже неделю вот занимались акклиматизацией. То есть, что, как это выглядит? Вот мы приехали, там есть место Девичьи косы. Это высота 2800 над уровнем моря. Туда надо идти 26 километров пешком. Обязательно надо пешком пройти, чтобы, как говорится, через тяжесть, через пот надо это пройти. Во время вот этого похода меняется состав крови. То есть там, я точно не могу сказать, но побольше лейкоцитов, по-моему, чтобы вот кислорода больше доносилось. Это первый день у нас 2800, второй день получается гора Чигит, это 300. Тоже, опять же, пешком туда поднимаемся. Мы туда поднимались 4,5 часа. Также 3 спустились. В третий день у нас получается уже подножие Эльбруса 330 мы поднялись. Это почти скалы Пастухова. 3500 скалы Пастухова. Потом четвертый день у нас получается... с каждым днем надо подниматься выше и ночевать, насколько можно это низко. Вот, спускались вниз. И четвертый день мы тоже вышли на акклиматизацию, мы должны были пройти на 4500, ну, резко началась гроза, в горах это нормально. Вот, гроза, молния, и нам пришлось с высоты 400-212 спуститься обратно вниз. Потом один день восстановление, отдых и уже штурм. Там не сколько мысль, сколько ощущение того, где ты находишься, что это не каждому вот захотелось и пойти, это не так просто. Там смешанные чувства. Само чувство, что ты выше всех в Европе, и плюс вот,
сбывшаяся мечта. Что такое мечта? Это когда в человеке живет маленький ребенок. Хоть он и взрослый, получается, вот тут чувства, тут мыслей не было. И я был горд, что я поднялся с дочкой. Это было очень приятно. Там, я не знаю, там больше чувства, там мыслей таких. Потом уже начинаешь осознавать, где-то минут через 10 мы начали поздравлять друг друга, хотя поздравлять уже по спуску. Ну, как-то так. Ну, я до сих пор, сколько дней уже прошло, до сих пор я каждую ночь штурмую эту гору, я не знаю, как это называется, и утром уставший просыпаюсь. Наверное, это пройдет, не знаю, но ощущения очень. Пока недалеко мы хотим, гора Казбек, со стороны Осетии. И дальше, если получится, тоже пятитысячник, это гора Арарат. Ну, маршрут они со стороны Турции. Пока так.